Это река Ботума, правый приток бурной Лены, который проходит по природному парку Ленские столбы. Спокойно и не спеша, в отличие от своей матери с буйным нравом, Ботума проистекает по длине в 418 километров. На протяжении этого пути она вбирает в себя силу 6 десятков горных рек, впадающих в нее. Кроме того, ее спокойный и покладистый нрав идеально подходит для семейного отдыха и неспешных сплавов. Но бросить вызов духу приключений она все равно способна. Мне папа рассказал поехать на сплав. Меня позвал папа, и я сразу согласилась, потому что я хотела. Крестный пригласил на сплав, и с тех пор я езжу с ними. Я каждый год на сплав хожу. Каждый год мы съедем, это, можно сказать, наша традиция с папой. В этот раз мы решили поехать на Ленские столбы. Мне сказали родители, что предлагает дядя Вася поехать на сплав, и я согласилась. Здравствуйте. Здравствуйте. Здорово. Мы собираемся на реку Ботума. Она находится в 130 километров от города Якутска. Горная речка, первая категория, подходит и для детей, и для взрослых. Путь предстоит не самый долгий. Природный парк Ленские столбы, куда входит сплав, находится всего в 3 часах езды от города Якутска. Но запастись терпением, хорошим настроением и парой-тройкой баек будет совсем не лишним. Ехали недолго, время быстро пролетело, там поболтал, было весело. Там будем перегружаться и, скорее всего, все залезем, не пойдем пешком. Сплав по Ботуме – дело ответственное, и подходить к нему надо с умом. Первый сплав он трудный самый, главное соблюдать технику безопасности. Хоть нрав у Ботумы и покладистый, но осторожность не помешает никогда. Костер разрушается 1,5 метра от воды. 3-4 метра уже это плохо. Сегодня как раз ветрено, опасно. В воду тоже не заходим без взрослых. А то течение, эта речка, течение очень сильное. И все, отдыхайте. Золотое правило гласит о том, чтобы на воде ни в коем случае не снимать спас-жилет и всегда находиться в нем. Как в обычной лодке, ты сидишь внутри, а ты должен сидеть по краям. Очень большая вероятность, что ты упадешь. Впечатление были то, что у меня сейчас рука оторвется, когда гребла. Это было довольно трудно. Пороги эти все перекаты как-то, их было мало, они были незаметными. Прошли достаточно неплохо для первого дня. Мне она показалась довольно-таки хорошей, в ней вода чистая. Тут красиво везде. Вода холодная, покупаться долго не сможешь. Мало песчаных берегов на Ботуме, потому что песок такой себе, а в сочетании с водой и ботинками это ужас. Я думала, она будет в песке. Получилось! Богатая речная фауна сделала этот бассейн местом паломничества для любителей спортивной рыбной ловли. Я поймал нолик. Я на рыбалке обловил всех и поймал даже огромную щуку. Практически на всем протяжении река прорезает толщи известняков и образует причудливые формы рельефа – Ботомские столбы. Берега Ботомы покрыты лиственничным лесом с примесью сосны, ели, разнообразных лиственных деревьев. Вокруг много ягодных кустарников, красной и черной смородины, малины, голубики и брусники. Я чуть-чуть погребла, чуть-чуть там, немножко. А потом уже просто сидела, мы смеялись, песни пели. Очень продуктивный день сегодня прошел. Прошли достаточно много, где-то километров 10-11 по ощущениям. Мы орали там. И спали практически до 12 ночи. Мы с Анфисой жестко отпелись. У меня вчера горло охрипло. Так, все посмотрите на меня. Интересный факт.
В верховье преобладает врезанное прямолинейное русло. Ниже Холболоха Ботома течет среди невысоких лесистых возвышенностей. Берега пологие, галечные. Островов почти нет. Ширина реки меняется от 10 до 40 метров. Основными препятствиями являются перекаты длиной 50-100 метров. На первых 160 километрах пути их насчитывается около 90. Отправляясь в путь навстречу неизведанному, нужно помнить о том, что более важным, чем наличие пресловутых делений на антенне мобильного телефона, является наличие людей, особенно вдали от цивилизации, когда сама природа требует объединения и единения с собой. С якутского название реки переводится как «мятник луговой». Эта трава широко распространена в бассейне. Также здесь в 2015 году ученые из палеонтологического института РАН совместно с участием палеонтолога Андрея Иванцова обнаружили окаменелости древних беспозвоночных животных, возраст которых более 540 миллионов лет. Может, мы сейчас к ближайшему берегу и обед приготовим, пока они нас догоняют, да? Что у нас на обед, дядя Женя? У нас будет гречка. Это классическое блюдо походной кухни. Что такое сплав по Ботоме? Сплав по реке Ботома – это прекрасная возможность полюбоваться восхитительными красотами Якутии, завести новые знакомства, научиться новому, получить массу положительных впечатлений. Я научилась делать палатки. И еще я научилась мыть посуду в речке. Также может неплохо прокачать руки в качестве работы с веслом. Честно сказать, река очень детская. В катамаранах было очень весело, потому что мы ели мандарин. Я не знаю, что было самое плохое. Это все понравилось. Вот мои детки. Ну, я жила очень много новых друзей. У меня они появились. Ну чё? Нормально. Желаю вот друга из интернета. И знаешь, что самое интересное? Я перестал пауков бояться. Венчает сплав по Ботоме посещение питомника лесных бизонов Усть-Ботома. Расселение лесных бизонов в Якутии связано с возрождением бизонов на исторической родине. В первой партии, подаренной канадским национальным парком Вуд-Баффало, было привезено 30 канадских лесных бизонов. Перед вами стадо лесных бизонов. Это представители самые крупные из семейства бизоних. И привезены они были сюда в 2006 году. Когда они дорастут до возраста 1,5-2 лет, мы их пакуем и отправляем вот в Тымпино. Ну и потом отправляются уже на свободу. У них это в память останется, они когда взрослые даже станут. Вот мы когда-то ездили на сплав там с папой. Это прекрасно. Тут просто везде красиво. Я говорю, что это очень классно. Если есть такая возможность, то надо ехать, идти. Ну, так скажу, что здесь очень весело. От скуки не умрешь. Это активный отдых. Он так. Мне больше нравится. Научиться жить без телефонов, то, что кажется невозможно, это возможно. Тут красиво и много рыбы.